Это было, не помню сколько лет назад, давно уже. Мастер по ремонту, ремонтировал человек, там приходил, ремонт делал. Первые дни нормально приходил, родители дома были, мама. Потом предпоследний день мамы дома не оказалось, и он пришел пьяный. Я этого не знала, пустила его, ушла в комнату в другую, он в комнату, которую ремонтировать должен был, ушел. И вроде бы там что-то делал некоторое время. Потом зашел ко мне в комнату, сел рядом, что-то какие-то вопросы задавать начал, типа, что делаешь, что по телевизору смотришь, как дела, там всякие вопросы. Думаю, зачем он это делает, и шел бы работать. Вдруг почувствовал, что он пьяный. И я решила его отвлечь. Я сказала, пойдемте чай пить. Пошли на кухню. Я поставила чайник, вытащила. Там как раз обеденный перерыв у него, я его должна была тоже накормить, это включалось в его работу. Обед ему дала, он что-то посидел. Потом через некоторое время решил уйти. У входа он вдруг начал ко мне приставать. За руки трогал, с плечи, волосы, лицо. Я думал, сейчас как бы его отвлечь от этих мыслей, избавиться, чтобы он ушел. Но боялась, что он ко мне приставать начнет. И что и случилось потом. Боялась, что кто-нибудь из родственников придет в этот момент и застанет, и в драку полезут, скандал начнется, в общем. Я движения никаких не делал, думаю, если я перестану реагировать на его движения, на его действия, он как-то передумает приставать и уйдет. После этих хватаний, поглаживаний расстегнул штаны и вытащил свой орган. Взял мою руку и положил мне в руки. Я не знаю, сколько стояли, сколько минут так было действие. Через какое-то время застегнул штаны и ушел. Вот. Долгое время пыталась забыть эту ситуацию. Он очень сильно был похож на одного артиста, певца зарубежного. И когда я этого артиста-певца видела, я вспоминала того человека. Он очень сильно похож был. Потом прошло. Это нужно поделиться, думаю, стоит поделиться.